Доброе утро, дорогие вы наши телезрители. 16 июня в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского пройдет традиционный праздник татарской и башкирской культуры Сабантуй. И сегодня у нас в гостях организатор этого праздника Элиза Софиуллина, председатель Свердловского областного центра татарской и башкирской культуры «Мирас». Доброе утро. Доброе утро. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалам. Я так и знала, Женя, я так и знала. Праздник Сабантуй уже давно, он, естественно, конечно, башкирский, татарский, но он давно всероссийский праздник, так, например, как Масленицу празднуют все народы, также и Сабантуй, в общем, празднуют все. Тем не менее, все равно какие-то национальные черты у этого праздника сохраняются? Да, сохраняются, конечно. Более того, мы стараемся вернуть все традиционные элементы этого праздника год от года, пытаемся это сделать. Долгие годы нам не получалось просто организовать конные виды состязаний вот именно в городе Екатеринбурге. В этом году у нас первый такой опыт, пытаемся что-то импровизировать, но тем не менее кони всегда присутствовали на празднике Сабантуй. Причем их готовили заранее, хозяева этих коней выставляли друг перед другом, то есть это очень важно. Это конкурс красоты, показ какой-то будет, или они прям будут биться, не знаю, на скорость? Нет, в этот раз у нас только показ, конкурс, показ, то есть просто их присутствие. Но в парке Маяковского скачки ведь и не устроят. Там, да, там не организовать, поскольку территория не позволяет это сделать. Хорошо, давайте расскажите, кроме коней, что еще будет? Ну, традиционно все виды состязаний, которые, ну, в свое время, видимо, и родились для того, что вообще праздник Сабантуй проводился всегда после окончания посевных работ, и он был таким итогом, чтобы показать, что вот у нас есть батыры, есть земледельцы, которые не только умеют хорошо работать, но еще умеют хорошо развлекаться, вот, и могут показать свою удаль, свое мастерство. Для мужчин это были такие соревнования, которые связаны как раз с силой, это борьба, национальная борьба крэш, гири, гиревой вид тоже состязаний, наклонный бум, ловкость, умение, это вот, ну, как бы что пробежать такое? Нужно по наклонному буму, он закрепленный, он такой балансирующий. Подождите, то есть это не жестко. Что такое бум? Это бум, бревно. Это, бревно. Бревно. Да. И есть еще такой вид соревнований, как мы его называем, индейский бокс. Но, в принципе, это бой мешками. Подушками. Да, нам как-то захотелось несколько приукрасить вот это название, и оно было придумано нашей организацией еще в 95-м году. Женя, а как же лазанье по столбу? В одном когда-нибудь принимал участие? В детстве, да? Почему нет? У нас, на самом деле, в парке Маяковского приходят на праздник представители любой национальности, имеют возможность участвовать. То есть фейс-контроля никакого не будет? Нет, вот пройдут как Минулины, так и Курочкины. Я почему и спрашивал, потому что в последнее время, к сожалению, они начинают становиться одинаковыми. Вот та же Масленица, тот же Сабантуй, шашлык, блины, ну, в общем, вот все какое-то примерно сравнивается. Мы же живем в России, культура взаимопроникновения это есть, никуда от этого не уйдешь, и это хорошо. Мы перенимаем какие-то традиции, какие-то виды там праздников. Скажите, а артистов каких-нибудь позвали, татарских, башкирских? Да, у нас будет очень большая делегация представительная из Республики Башкортостан. Кстати, здесь еще дата десятилетия представительства Республики Башкортостан в Свердловской области. В связи с этим едет очень большая представительная делегация. Будет очень интересный молодежный коллектив «Караван-сарай». Самодеятельные артисты будут тоже. Ну и кроме того, артисты Свердловской области, города Екатеринбурга обязательно тоже будут участвовать. Конечно. Давайте тогда напомним нашим телезрителям, где, когда, во сколько будет большой праздник Сабантуй. Ну, традиционно уже вот 76-й раз в городе Екатеринбурге. На территории парка Маяковского, это тоже традиционно. И традиционно третьи выходные июня, дата не меняется. Но не меняется у нас, в других же местах по-другому? В других, да, каждый как бы уже приноровился к своей дате, вот, находят свое время. А у нас в Екатеринбурге третьи выходные июня. И если вы заметите, нет такой массированной рекламы, но тем не менее люди знают, идут. И в парке количество посетителей у нас в этот день бывает от 10 тысяч до 40 тысяч. То есть 16 числа это воскресенье, да, я так понимаю? Да, воскресенье. Мы сегодня говорим с нашими зрителями о везении. Вы считаете себя везучим человеком? Да, я очень везучий человек.
А вот можете вспомнить что-то такое, когда вот вам вот по-настоящему повезло, что-то такое очень? Ну, по-настоящему повезло, может быть, поскольку я начала работать вот на этой ниве возрождения национальной культуры в 90-м году. И в 95-м году впервые объявили о Всемирном конгрессе татар. У меня было огромное желание попасть на этот конгресс, хотя мы прошли очень жесткий тур. 3 тура у нас было голосований. И я прошла, было 10 человек от нашей области, 9 было мужчин, 1 я женщина. И я всегда думала, а муж вот меня отпустит вот в этой ситуации, да? Но на самом деле такая делегация едет, и мне повезло, у меня замечательный муж, и он меня отпустил, и я смогла принять участие на этом конгрессе, конгресс татар. На самом деле это... Спасибо большое. Спасибо. Элиза Софиуллина была сегодня у нас в гостях. Это председатель Свердловского областного центра татарской и башкирской культуры «Мир-Ас». Ну а сейчас наша программа продолжается. Мы посмотрим короткую рекламу, после которой обязательно вернемся в эту студию.